Богатство. Стань богатым. Богатство – это успех. Вот что мы слышим каждый день, везде и повсюду. Нам навязывают роскошь, нас заставляют любить богатство и ненавидеть бедность. Призывают к уважению богатых и презрению бедных. А посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, наоборот велел любить бедных. Любите бедных, садитесь рядом с ними. Хадис передал имам Хаким. Сегодня богатство стало высшей целью для всех людей на земле, в том числе и для правоверных мусульман. А к чему приводят такие призывы? Бедные начинают выражать недовольство своим состоянием, гнаться за мирским, проявлять зависть к богатым. А это на руку сатане. В хадисе сказано: самый несчастный человек тот, который вместе с тем, что в мирской жизни был бедным, не избежал наказания Аллаха субхану ва тааля. Хадис передал Ибн Маджа. То есть бедному человеку легко заслужить рай, если он будет проявлять терпение и довольствоваться малым. Бедность – это не лишение, а наоборот дар от Всевышнего. О, если бы мы это узрели! Перечислим некоторые из достоинств отсутствия материальных благ. Первое. Господь субхану ва тааля дал бедному то, что просил сам посланник Божий, алейхиссаляту вассалям, для себя. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорил: «О Аллах, сделай меня бедным в мирской жизни, забери мою душу, когда я буду бедным, и воскреси меня в день суда с бедными людьми». Хадис передал имам Аль-Хаким. Второе. Бедный зайдет в рай раньше всех. Обращаясь к своим сподвижникам, пророк Мухаммад, алейхиссаляту вассалям, сказал: «Знаете ли вы, кто зайдет в рай первым?» Они ответили: «Аллах и его посланник лучше знают». Тогда он сказал: «Мухаджиры и бедняки, которые умерли, не получив то, что желали из нужд мирских». Хадис передал имам Ахмад. Третье. Бедные зайдут в рай раньше богатых. Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, рассказал хадис: «Бедные мусульмане из моей уммы зайдут в рай на полдня раньше богатых, а половина дня суда – это 500 лет». Хадис передал имам ат-Тирмизи. Четвертое. Большинство обитателей рая – бедные, а ада – богатые. Посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, сказал: «Я заглянул в рай и увидел, что большинство его обитателей – бедные. Затем я заглянул в ад и увидел, что большинство его обитателей – богатые и женщины». Хадис передал имам Ахмад. Пятое. Терпеливых бедных мусульман заведут в рай без спроса. В хадисе сказано: когда все люди будут собраны в день суда, Всевышний обратится к бедным мусульманам: «Как вы себя повели?» Они ответят: «О наш Господь, Ты нас испытал бедностью, и мы проявили терпение, сабр. Богатство и власть Ты даровал другим». Всевышний скажет: «Вы правы», и их заведут в рай раньше других. Тяжелый отчет останется власть имущим и богатым людям. Хадис передал Ибн Хиббан. Шестое. Богатый останется у дверей рая надолго. Ибн Аббас, да будет доволен им Аллах, рассказал хадис: два мусульманина встретятся перед райскими воротами. Один из них был бедным в мирской жизни, а другой богатым. Бедный сразу зайдет в рай, богатый же будет задержан столько времени, сколько пожелает Аллах, свят он и велик. Но когда время придет, он, наконец, вступит в рай. Встретив богатого брата по вере, тот бедный спросит: «Где ты был столько времени?» Богатый ответит: «Меня задержали, и мне было так трудно и жарко, что с меня стекали реки пота, которыми можно было бы утолить жажду тысячи верблюдов, поевших соленую и горькую траву». Хадис передал имам Ахмад. Седьмое. Мало имущества – легкость. Посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, сказал: «Человек не любит малое количество имущества, а ведь малое имущество – это легкий отчет». Хадис передал имам Ахмад. В достоверном хадисе говорится: «Сладость в этом мире – горечь на том свете, горечь в этом мире – сладость на том свете». Если помните те изречения нашего любимого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, смотреть на тех, кто живет хуже нас, а ведь таких в мире очень много, то мы с легкостью сможем стать благодарными рабами Аллаха, свят он и велик, и тем самым
заслужить самое большое вечное богатство, дом заслуживших довольство Творца. Свято навели. Да поможет нам Всевышний Аллах. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, оставить комментарий и нажать на колокольчик.